Когда оперативная группа прибыла на место трагедии ранним утром октября 2016 года, они увидели то, чего не должны были видеть свидетели. Разбитый внедорожник Lexus 570 модели, примятый так, будто по нему прошелся каток, и рядом потертая тормозная колодка КАМАЗа с микроскопическими царапинами на внутренней поверхности. Эксперт взял ее в руки, повертел перед глазами, и его лицо изменилось. Через час эта колодка исчезла из протокола осмотра места происшествия, словно ее никогда не существовало. Кто распорядился убрать физическое доказательство того, что водитель грузовика тормозил за 300 метров до столкновения, а потом снова ускорился? И главное, что еще скрывают материалы дела, которые засекретили сразу после того, как родственники погибшего политика начали задавать неудобные вопросы? Тимир Жумакадыров не был человеком, который привык к случайностям. За 20 лет в большой политике Кыргызстана он научился различать паттерны там, где другие видели хаос, распознавать угрозы там, где другие чувствовали спокойствие. Он знал, как устроена машина власти в постсоветских республиках. Знал это изнутри, из кабинетов министерств, из закулисных переговоров, из тех разговоров, которые ведутся без свидетелей и никогда не попадают в протоколы. Когда друзья предупреждали его о необходимости усилить охрану перед выборами, он отмахивался, говорил, что опасность преувеличена, что времена изменились. Но по вечерам, оставаясь один, он все чаще задумывался о том, что некоторые методы никогда не устаревают, что есть способы устранения неугодных, которые работают вне зависимости от эпохи. И когда темной ночью 21 октября его водитель выехал на трассу Бишкек-Ош, небо было чистым, дорога пустой, и ничто не предвещало того, что через несколько часов политическая карта страны изменится навсегда. На первый взгляд столкновение выглядело как классическое ДТП на горной дороге. КАМАЗ, везущий строительные материалы, якобы не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу. Джип политика принял удар на скорости, водитель не успел среагировать. Официальная версия уложилась в 3 абзаца протокола: превышение скорости, неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор. Но те, кто изучал обломки внимательно, видели другую картину. Картину, которую кто-то очень старался замазать. След от протектора КАМАЗа на асфальте шел не плавной дугой заноса, а резкими рывками, будто водитель корректировал траекторию, целясь в конкретную точку. Скорость столкновения, рассчитанная по деформации металла, не соответствовала скорости, указанной в заключении. А главное, водитель грузовика исчез из города через 2 недели после случившегося, оставив семью, работу и все свои вещи. Почему следователи так спешили закрыть дело? Почему экспертиза, которая должна была занять месяцы, была завершена за 8 дней? Почему родственникам отказали в праве на независимое расследование, сославшись на некие процессуальные нормы, которых нет ни в одном кодексе? Ответы на эти вопросы начинают проявляться, когда смотришь не на саму трагедию, а на то, что произошло после нее. Кто занял освободившееся место во властной структуре? Какие контракты были перераспределены в течение следующего месяца? Какие политические проекты, которым Тимир активно противодействовал, внезапно получили зеленый свет? След ведет не в сторону дороги, а в сторону кабинетов, где принимается решение о жизни и смерти без судов и приговоров. Это история не о дорожной трагедии. Это история о системе, в которой политические противники устраняются методами, отточенными еще в 90-е. Это история о том, как превратить убийство в несчастный случай, используя всего 1 грузовик и подконтрольную экспертизу. И это история о том, почему правда до сих пор погребена под слоями лжи, страха и коррупции. Потому что признать истинную причину гибели Тимира Жумакадырова означало бы признать, что в стране действуют структуры, способные казнить неугодных прямо на открытой трассе, средь бела дня, не боясь ни свидетелей, ни последствий. За 8 дней до трагического финала в рабочий кабинет Тимира Жумакадырова вошел человек, которого охрана пропустила без досмотра. Этот визитёр не значился ни в одном журнале регистрации посетителей, не оставил своих данных секретарю, не прошел через металлоискатели, которые стояли у входа для всех остальных. Существовал негласный список из 7 имен, люди, имевшие право на невидимые встречи,
Те, кто приходил и уходил, не оставляя следов в документации. Секретарь Тимира, женщина с 20-летним стажем работы в госструктурах, позже вспоминала, что разговор за закрытой дверью шел необычно долго, почти 2 часа, и голоса то затихали до шепота, то вспыхивали резкими нотами несогласия. Когда посетитель вышел, его лицо было напряженным, губы сжаты в тонкую линию, а взгляд — тот особенный взгляд человека, который только что услышал категорический отказ. Тимир проводил его до двери молча, не попрощался, не подал руки, просто закрыл дверь и прислонился к ней спиной, закрыв глаза. Секретарь принесла чай, но он стоял нетронутым до самого вечера, остывая в фарфоровой чашке. Что именно обсуждалось на той встрече, можно только догадываться, восстанавливая картину по крупицам из показаний тех немногих, кто был рядом. Речь шла о проекте, который мог принести определенным людям миллионы долларов, но требовал политической поддержки человека с безупречной репутацией. Тимир был таким человеком. Его имя в документах означало гарантию, что схема пройдет все проверки. Но он сказал «нет». И это «нет» стоило ему жизни. Следующие 8 дней прошли в странной атмосфере нарастающего напряжения. Люди из ближнего окружения Тимира замечали мелочи, внезапные телефонные звонки, после которых он надолго замолкал, машины, которые появлялись и исчезали возле его дома без видимой цели, странные задержки в поездках, когда водитель сообщал о технических проблемах, которые тут же испарялись. Один из коллег по партии прямо спросил, не случилось ли чего, не нужна ли помощь. Тимир усмехнулся, сказал, что все под контролем, что он видел и не такое, но глаза его оставались серьезными. Он не верил в заговоры, не верил, что в современном Кыргызстане кто-то решится на открытое устранение публичного политика. Он считал, что времена изменились, что теперь все решается через суды, компромат и информационные войны. Он ошибался. Вечером 20 октября, за несколько часов до роковой поездки, Тимир провел последнее совещание со своей командой. Обсуждали стратегию предвыборной кампании, распределяли зоны ответственности, планировали выступления. Все было обыденно, рутинно, наполнено той энергией ожидания, которая всегда предшествует важным выборам. Никто не знал, что это прощание. Когда совещание закончилось, Тимир задержал одного из своих помощников, молодого юриста, которому доверял больше других. Они говорили минут 15, и юрист вышел бледным, сжимая в руках запечатанный конверт, который Тимир велел открыть только в случае, если с ним что-то случится. Содержимое конверта осталось неизвестным. После трагедии юрист исчез, а вместе с ним исчез и конверт, и все вопросы о нем повисли в воздухе без ответов. Что знал Тимир, чего не знали другие? Какую информацию он счёл настолько опасной, что доверил ее только одному человеку и только в запечатанном виде? Ответ лежит где-то на пересечении того визита 8 дней назад, странного поведения в последнюю неделю жизни и содержимого того самого конверта, который теперь либо уничтожен, либо спрятан так глубоко, что найти его невозможно. Но даже без прямых доказательств картина складывается отчетливая. Тимир Жумакадыров отказался участвовать в схеме, которая затрагивала интересы очень влиятельных людей. Он поставил свою честность выше выгоды, свою репутацию выше безопасности. И за это он заплатил. Кому было выгодно? Этот вопрос — главный ключ к любому расследованию, где за несчастным случаем может скрываться преступление. После трагедии 21 октября 2016 года политическая и экономическая карта регионов Кыргызстана перекроилась за считанные недели. Человек, который 3 месяца безуспешно пытался получить одобрение на крупный инфраструктурный проект, внезапно получил все необходимые подписи и зеленый свет от всех контролирующих органов. Компания, которую блокировали экологические требования, продвигаемые соратниками Тимира, получила разрешение на разработку месторождения, несмотря на протесты активистов. Политический альянс, который Тимир выстраивал годами как противовес определенным кланам, рассыпался за 2 недели. Люди разбежались, испугавшись того, что случилось с лидером. Совпадение?
Или спланированная операция, где устранение одного человека запускало цепочку выгодных изменений для других. Проследим экономический след от места трагедии к кабинетам новой власти, и мы увидим имена. Имена людей, которые выиграли от смерти Тимира больше всего. Первое имя — владелец строительной компании, чей КАМАЗ совершил роковое столкновение. За месяц до трагедии его фирма была на грани банкротства. Долги перед кредиторами превышали $1 миллион. Контракты расторгались один за другим. Через 3 месяца после гибели политика та же компания получила государственный заказ на строительство участка дороги стоимостью в $15 миллионов. Откуда такая щедрость к фирме, чей водитель стал виновником громкой трагедии? Логика подсказывает, что это не награда, а расплата за выполненную работу. Грязную, кровавую работу, которую потом оформили как несчастный случай. Второе имя принадлежит человеку из окружения президента, советнику, который всегда оставался в тени, но чье влияние ощущалось во всех ключевых решениях. Тимир публично критиковал его несколько раз, называл теневым кукловодом, обвинял в коррупции, требовал расследования схем, через которые бюджетные миллионы утекали в частные карманы. После смерти Тимира критика прекратилась. Не потому, что схемы закрылись, а потому что все остальные поняли урок. Говорить правду опасно для жизни. Этот советник не только сохранил свои позиции, но и укрепил их, получив контроль над новыми направлениями, которые раньше были под присмотром оппонентов. Его богатство за 2 года после трагедии выросло на порядок. Официально, благодаря удачным инвестициям. Неофициально, благодаря тому, что главный обличитель больше не мешал. Третье имя — водитель КАМАЗа, исчезнувший сразу после того, как следствие формально закрылось. Он не был профессиональным убийцей, не был даже человеком, склонным к насилию. Он был обычным работягой с семьей, долгами и привычкой выполнять приказы, не задавая вопросов. Кто-то очень умный выбрал именно такого человека, того, кто согласится на задание за деньги, кто поверит, что это просто небольшая авария, из которой ты выйдешь чистым, кто не станет копать глубже и задавать неудобные вопросы. Его семья получила крупную сумму наличными через неделю после трагедии. Об этом рассказали соседи, видевшие, как жена внезапно расплатилась со всеми долгами. Потом водитель уехал, и больше его никто не видел. Возможно, он живет где-то в России под другим именем, получая ежемесячные выплаты за молчание. А возможно, его тоже устранили, как свидетеля, который знал слишком много. Цепочка выгоды ведет от трассы к олигархам, от олигархов к политикам, от политиков обратно к тем, кто организует такие операции на земле, к исполнителям, способным превратить заказ на убийство в идеально оформленное ДТП. Эта система работает десятилетиями, отточена до мелочей, защищена круговой порукой молчания. Судьи закрывают дела, эксперты пишут нужные заключения, журналисты получают звонки с просьбой не копать глубоко, родственники жертв сталкиваются с угрозами и запугиванием. А наверху сидят те, для кого устранение неугодного политика — это просто строчка в квартальном отчете, техническая задача, которую можно делегировать нижестоящим уровнем. Они даже не пачкают руки. Они просто ставят подпись под документом, запускающим цепочку событий, ведущих к трагедии на горной дороге. Правосудие в этой истории так и не восторжествовало. Дело закрыто. Виновные не наказаны. Семья не получила ответов на вопросы, которые мучают их каждую ночь. Но память остается, и правда, как бы глубоко ее ни закапывали, имеет свойство всплывать. Однажды кто-то из участников схемы не выдержит груза молчания. Кто-то заговорит перед смертью. Кто-то оставит свидетельство, которое доберется до тех, кто готов его услышать. И тогда вся конструкция лжи рухнет, обнажив имена тех, кто стоял за гибелью Тимира Жумакадырова. А до тех пор мы можем только восстанавливать картину по обломкам, следовать за цепочкой выгоды и задавать вопрос, который никто не хочет слышать. Кто следующий? Потому что система, убившая одного честного политика, никуда не делась. Она продолжает работать, выбирая новые цели, планируя новые операции. И остановить ее можно только одним способом. Вытащив всю правду на свет, назвав имена, предъявив доказательства. Пока этого не произошло, каждый, кто осмелится бросить вызов системе, рискует повторить судьбу Тимира.
исчезнуть с дороги в объятиях КамАЗа, который случайно выехал на встречную полосу. «До последней минуты я верил, что мы его спасем», — говорит бывший охранник из личной службы безопасности Тимира Жумакадырова. И его руки все еще дрожат спустя 8 лет после той октябрьской ночи. Этот человек 3 года сопровождал политика на всех поездках, стоял у дверей кабинета во время закрытых совещаний, видел то, чего не видели журналисты и избиратели. Усталость в глазах после бессонных ночей, тревогу, которую Тимир скрывал за улыбкой на публике, страх, который он не признавал даже самому себе. Сегодня впервые за годы молчания 5 бывших сотрудников его команды согласились рассказать о том, каким был Тимир Жумакадыров не на трибуне, не в телевизионных дебатах, а в те моменты, когда камеры выключались, и оставалась только правда. Правда о человеке, который знал цену своих принципов и все равно не свернул с пути, даже когда этот путь вел к трагедии на горной дороге. Охранник вспоминает последнюю неделю. Она была не такой, как все предыдущие годы работы рядом с политиком. Тимир стал задерживаться в офисе допоздна, часто до полуночи, хотя раньше старался возвращаться домой к ужину, чтобы провести время с семьей. Он просил проверять машину перед каждым выездом дважды, хотя никогда прежде не проявлял такой осторожности. Однажды вечером, за 5 дней до трагедии, он попросил охранника остаться после рабочего дня, закрыл дверь кабинета и спросил прямо: «Если бы тебе предложили очень большие деньги за то, чтобы ты отвернулся в нужный момент, ты бы согласился?» Вопрос повис в воздухе тяжелым грузом, и охранник не знал, что ответить, потому что понимал — это не абстрактная проверка на лояльность. Это реальная ситуация, которая уже происходит где-то рядом. Тимир не стал ждать ответа, просто кивнул, будто сам себе подтвердил что-то важное, и отпустил человека домой. На следующий день этого охранника перевели на другой объект без объяснения причин. И он не был в машине той роковой ночью. Это спасло ему жизнь, но до сих пор не даёт спокойно спать. Потому что он понимает, его убрали специально, чтобы рядом с Тимиром оказались другие люди, менее щепетильные в вопросах лояльности. Личный помощник политика, женщина, которая работала с ним 6 лет, рассказывает о человеческой стороне, скрытой от публики. Тимир был требовательным начальником, но никогда не повышал голос, не унижал подчиненных, не перекладывал свои ошибки на других. Он помнил дни рождения всех сотрудников, интересовался их семьями, помогал деньгами тем, кто попадал в трудные ситуации, и делал это незаметно, чтобы не ставить человека в неловкое положение. За месяц до трагедии он вызвал помощницу и попросил составить список всех, кто когда-либо работал в его команде, с контактами и адресами. Она подумала, что это для какого-то поздравления или встречи ветеранов команды, но теперь понимает, он готовил что-то другое. Создавал сеть людей, которым мог доверять, на случай, если что-то пойдет не так. Этот список исчез после его ухода из жизни, как исчезли многие документы из его кабинета. Словно кто-то методично зачищал следы, убирая все, что могло пролить свет на истинные причины произошедшего. Водитель, который должен был везти Тимира той ночью, но заболел в последний момент, до сих пор мучается вопросом, была ли болезнь случайной. Накануне вечером он поужинал в кафе, где никогда раньше не бывал, заказал обычные блюда, но через 2 часа почувствовал сильное недомогание. К утру температура поднялась так, что он не мог встать с кровати. На его место срочно нашли замену. Человека, которого никто в команде не знал, который появился буквально из ниоткуда и исчез так же быстро после трагедии. Регулярный водитель выздоровел через 3 дня. Врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Списали на пищевое отравление. Но анализы не показали ничего конкретного. Он знает, его отравили специально, чтобы убрать из цепочки, чтобы за рулем оказался тот, кто выполнит приказ без колебаний. И эта мысль тяжелее любой физической боли. Потому что если бы он был за рулем той ночью, возможно, все сложилось бы иначе. Возможно, он заметил бы опасность раньше. Возможно, Тимир был бы жив. Пока политик выстраивал коалицию и боролся с коррупцией в парламенте, его семья теряла мужа и отца по частям, день за днем.
Жена Тимира потом говорила друзьям, что последний год их совместной жизни он был дома телом, но не душой. Мысли его витали где-то в недоступных ей сферах тревог и расчётов, которыми он не хотел делиться, чтобы не пугать близких. Дети видели отца урывками, между командировками и совещаниями. И каждый раз, когда он обнимал их перед отъездом, в его объятиях было что-то прощальное, будто он не уверен, что вернется. Младшая дочь, которой тогда было 12 лет, однажды спросила напрямую: «Папа, тебя кто-то хочет обидеть?» Тимир замер, посмотрел на нее долгим взглядом, в котором читались и удивление детской проницательностью, и боль от невозможности сказать правду. А потом просто ответил: «Нет, Сомушка, все хорошо». И эта ложь была единственной ложью, которую он когда-либо говорил своим детям. Они почувствовали фальшь, но не стали настаивать, потому что дети всегда знают, когда родители хотят их защитить от чего-то страшного, закрывая дверь в ту часть мира, где правят жестокость и предательство. Какую цену заплатила семья за честность одного человека? Вопрос, на который нет справедливого ответа, потому что любая цена непомерно высока, когда речь идет о жизни близкого человека. После той октябрьской ночи жизнь семьи разделилась на «до» и «после». Две реальности, между которыми невозможно перекинуть мост. В реальности «до» был муж, который приходил домой уставшим, но живым. Отец, который помогал детям с уроками. Мужчина, который по утрам пил кофе на кухне и строил планы на будущее. В реальности «после» остались только воспоминания, фотографии, голос в старых видеозаписях и бесконечные вопросы без ответов. Жена пыталась добиться правды через суды, писала запросы во все инстанции, нанимала частных детективов, но каждый раз натыкалась на стену молчания. Никто не хотел говорить. Все боялись, что правда обернется против них. Постепенно она поняла, что система, убившая ее мужа, слишком сильна, чтобы одна женщина могла ее сломать. И это понимание стало самым горьким уроком ее жизни. Стоит ли честность таких жертв? Или правильнее было бы согласиться на компромисс, принять предложение того тайного визитера, подписать нужные бумаги и остаться в живых? Каждый, кто задает себе этот вопрос после трагедии Тимира Жумакадырова, сталкивается с моральной дилеммой, у которой нет правильного ответа. Потому что если признать, что он должен был уступить, то это значит признать победу системы, где честные люди обречены на поражение, а выживают только те, кто готов торговать принципами. Но если признать, что он поступил правильно, отказавшись от сделки с совестью, то как объяснить его детям, почему они выросли без отца? Как утешить жену, которая осталась одна в 40 лет? Как оправдать перед его матерью, потерявшей сына? Тимир сделал выбор, и этот выбор убил его, но одновременно сохранил ту часть его личности, которую никакая власть и никакие деньги не могли купить. Достоинство человека, который знает цену слова «нет» и готов заплатить за него любую цену. Что его семья знала о том, что происходит на самом деле? Жена Тимира Жумакадырова, женщина, которая 20 лет делила с ним постель и редкие моменты покоя между политическими бурями, впервые согласилась говорить перед камерами спустя 7 лет после трагедии. То, что она рассказывает о жизни за закрытыми дверями их дома, объясняет многое о том, почему все закончилось именно так, и почему Тимир не смог или не захотел спасти себя, даже когда опасность стала очевидной. Она говорит медленно, подбирая слова так, будто каждая из них — осколок разбитого зеркала, в котором отражается прошлое. И эти осколки режут память, заставляя вновь переживать боль утраты. На публике Тимир был воплощением уверенности. Твердый голос на трибуне, прямая спина во время парламентских дебатов, улыбка для избирателей и журналистов. Он умел говорить так, чтобы люди верили в каждое его слово. Умел создавать образ лидера, за которым хочется идти, в которого хочется верить. Но дома, когда двери закрывались и политическая маска спадала, он становился другим человеком, усталым, сомневающимся, иногда напуганным тем, что происходит за кулисами большой политики. Жена помнит ночи, когда он не мог уснуть, ходил по комнате из угла в угол,
Курил одну сигарету за другой, хотя обещал бросить несколько лет назад. И смотрел в окно так, будто ждал, что оттуда придёт что-то неотвратимое. «Он никогда не говорил прямо, что боится», — вспоминает жена. «Но я видела это по мелочам. Как он проверял замки на дверях перед сном, как вздрагивал от резких звуков, как менял маршруты, когда мы ехали куда-то всей семьей. Однажды я спросила его напрямую: «Тимир, нам угрожают?» Он посмотрел на меня так долго, будто выбирал между правдой и ложью. А потом просто обнял и сказал: «Я сделаю всё, чтобы защитить вас». Этот ответ был не ответом, а уклонением, и она поняла тогда, что происходит что-то серьёзное, что-то такое, о чём он не может рассказать, чтобы не подвергать семью ещё большей опасности. Но понимание не сделало легче. Наоборот, незнание конкретных угроз рождало страхи куда более страшные, чем любая реальность. За 3 месяца до трагедии в доме начали происходить странные вещи. Телефонные звонки в неурочные часы, трубку поднимали, но на другом конце молчали, и это молчание было красноречивее любых угроз. Машина, припаркованная напротив их дома несколько ночей подряд, с затемненными стеклами и заглушенным двигателем, исчезающая на рассвете. Письма без обратного адреса, в которых не было текста, только газетные вырезки с материалами о политических убийствах в соседних странах. Тимир делал вид, что не обращает на это внимания, говорил жене, что это просто хулиганы пытаются запугать. Но она видела, как меняется его лицо, когда он читает эти анонимки. Видела, как он прячет их в сейф, будто собирает досье на тех, кто его преследует. Он превращался в человека, живущего на 2 фронта: публичный политик днём и параноик, прислушивающийся к каждому шороху ночью. Дети чувствовали атмосферу, хотя родители старались оградить их от взрослых тревог. Старший сын, которому тогда было 16, начал замечать, что отец провожает его и младшую сестру в школу каждое утро, хотя раньше редко успевал из-за ранних совещаний. Это было непривычно, и мальчик спросил однажды: «Пап, ты что, боишься, что с нами что-то случится?» Тимир улыбнулся той улыбкой, которую взрослые надевают, когда хотят успокоить детей, и ответил: «Просто хочу проводить с вами больше времени, пока вы еще не выросли». Но в его глазах читалось другое послание. Желание запомнить каждое утро, каждый взгляд, каждое слово, будто он знал, что этих утр осталось немного, и нужно ценить каждое, пока есть возможность. Младшая дочь рисовала семейные портреты, и на одном из них, нарисованном за неделю до трагедии, изобразила папу с крыльями ангела. «Почему крылья?» — спросила мать. «Потому что он скоро улетит», — ответила девочка, и этот детский рисунок стал страшным пророчеством, которое сбылось через несколько дней. Сколько он скрывал от близких, чтобы не разрушить их покой. Какие угрозы, какие детали заговора, какие имена людей, готовых его устранить. Жена теперь понимает, что знала лишь верхушку айсберга, что под поверхностью их семейной жизни таилась бездна секретов, которые Тимир уносил с собой на работу и оставлял там, не принося домой. Он строил стену между 2 мирами: миром политики, где правят насилие и предательство, и миром дома, где должны были царить любовь и безопасность. Но эта стена оказалась иллюзорной, потому что когда решение о его устранении было принято, границы между мирами стерлись, и угроза ворвалась в самое сердце его семьи, разрушив все, что он так старательно защищал. После его ухода из жизни жена обнаружила в его личных вещах записную книжку, которую никогда раньше не видела. В ней были имена, даты, суммы денег, схемы связи между людьми, что-то вроде карты коррупционных потоков, которую он составлял месяцами. Рядом с некоторыми именами стояли красные крестики, и она до сих пор не знает, что они означали. Угрозу, уже реализованную операцию по устранению или людей, которые предали его. Эту книжку она хранит в тайном месте, никому не показывая, потому что понимает: если неправильные люди узнают о ее существовании, под угрозой окажется уже не только память о муже, но и жизнь ее самой и детей. Тимир не просто знал правду о темных делах власти, он документировал ее, создавая доказательную базу, которая могла бы разрушить карьеры десятков влиятельных людей. И эта база стала его смертным приговором. Стоило ли держать все в тайне от семьи? Может быть, если бы он рассказал жене все, они вместе приняли бы решение уехать, спрятаться,
Начать жизнь заново где-то далеко от Кыргызстана, где его имя ничего не значило бы и где его принципы не стоили бы жизни. Или молчание было его способом защиты, верой в то, что если семья не знает деталей, ее не тронут, а оставят в покое после его устранения. Ответов нет. Есть только последствия выбора, который он сделал в одиночку, не посоветовавшись с теми, кого любил больше всего. И теперь его близкие живут с этим грузом. Грузом незнания, грузом вопросов, на которые некому ответить. Грузом любви к человеку, который пожертвовал собой ради принципов, но оставил их разбираться с последствиями этой жертвы. В старом здании, где располагалась штаб-квартира партии Тимира Жумакадырова, существовала комната, о которой знали только 3 самых доверенных людей. Официально это был архивный склад, куда складывали старые документы, папки с отчетами, коробки с предвыборными материалами прошлых лет. Но за стеллажами с пыльными бумагами находилась дверь, замаскированная под часть стены, а за ней небольшое помещение без окон, где Тимир хранил то, что не должно было попасть в чужие руки. Охранник, открывший эту комнату после трагедии, обнаружил там сейф, металлический шкаф с документами и старый компьютер, не подключенный к интернету. Воздушный разрыв для максимальной безопасности. На стенах висели карты с пометками, фотографии людей, соединенные линиями, как в детективных фильмах, и временная шкала событий, расписанная по дням и часам. Это была карта заговора, которую Тимир собирал последние полгода жизни, пытаясь понять, кто именно стоит за угрозами, кто координирует операцию по его устранению и где находится тот центр власти, из которого исходят приказы. Документы из этой комнаты исчезли через 2 суток после того, как стало известно о трагедии на дороге. Когда партийные активисты попытались попасть туда, чтобы сохранить архивы, они обнаружили, что дверь уже взломана, сейф пуст, компьютер исчез, а на стенах остались только следы от скотча, к которым крепились карты и фотографии. Кто-то действовал быстро и профессионально, зная точно, что искать и где. Словно имел подробный план помещения. Это означало только одно. Среди ближнего круга был информатор. Человек, передававший информацию тем, кто готовил операцию. Тимир подозревал предательство. Именно поэтому создал эту секретную комнату, ограничив доступ до минимума. Но даже этого оказалось недостаточно. Предатель был настолько близко, что знал о существовании тайника, и после устранения политика первым делом позаботился о зачистке улик. Последние 3 недели жизни поведение Тимира менялось с каждым днем, и те, кто был рядом, замечали тревожные признаки. Он начал избегать публичных мест, где раньше с удовольствием появлялся. Рынки, кафе, общественные мероприятия. Встречи с избирателями перенес в закрытые помещения, где можно было контролировать входы и выходы. Перестал пользоваться личным телефоном для важных разговоров. Заводил каждый раз новую сим-карту, используя ее один раз и выбрасывая. Сотрудники думали, что это параноидальные меры, чрезмерная осторожность человека, уставшего от политической борьбы. Но, оглядываясь назад, они понимают. Это была не паранойя. Это было точное понимание угрозы. Расчёт человека, который знал, что за ним следят. Телефоны прослушиваются, а каждое его движение фиксируется теми, кто готовит финальный удар. За 10 дней до трагедии Тимир начал работать по ночам в той самой секретной комнате, приходя туда через чёрный ход, когда здание пустело. Охранник слышал, как он ходит там часами, слышал звуки печатающей машинки. Да, он использовал старую механическую машинку, потому что компьютерные файлы можно взломать, а бумажный текст существует только в единственном экземпляре. Он печатал что-то длинное, останавливался, рвал листы, начинал заново, и этот процесс продолжался ночь за ночью. Утром он выходил из здания с опухшими от недосыпа глазами, прятал папку под пиджак и уезжал, никому не объясняя, куда везет эти документы. Некоторые коллеги предполагают, что он создавал страховку. Полное досье на всех участников коррупционных схем, которое должно было всплыть в случае его устранения, как гарантия того, что даже после смерти он сможет разоблачить тех, кто его убил. Но если такая страховка существовала, она не сработала, потому что после трагедии никаких разоблачений не последовало.
А значит, документы либо уничтожены, либо попали в руки тех самых людей, которых они должны были разоблачить. За 5 дней до рокового момента Тимир совершил странный поступок. Поехал на кладбище, где похоронены его родители, и провел там несколько часов в одиночестве. Водитель ждал у ворот, не осмеливаясь потревожить. А Тимир сидел у могилы отца, разговаривая с ним так, будто тот мог услышать и ответить. Сторож кладбища, знавший его по прежним визитам, подошел в конце, предложил чаю, и они коротко поговорили. Тимир сказал тогда фразу, которую сторож запомнил дословно. «Знаешь, когда понимаешь, что скоро окажешься здесь, рядом с родителями, перестаешь бояться и начинаешь думать о том, что оставишь после себя». Сторож тогда не придал словам значения, решил, что это философские размышления уставшего политика. Но теперь эта фраза звучит как прощание человека, который знал о своей судьбе заранее и принял ее, потому что альтернативой было предательство собственных убеждений. За 3 дня до конца Тимир собрал узкий круг, 5 человек, которым доверял безоговорочно, и провел с ними закрытую встречу в той самой секретной комнате. Он говорил 2 часа, рассказывая о схемах, которые раскрыл, о людях, которые стоят за ними, о том, что его попытки остановить эти схемы через легальные механизмы провалились, потому что система прогнила насквозь и защищает своих. Он говорил спокойно, без эмоций, как человек, зачитывающий приговор. И этот приговор был обращен не только к преступникам во власти, но и к самому себе. Приговор за наивность, за веру в то, что честность может победить коррупцию, за ошибку выбора пути, который вел в тупик. В конце встречи он раздал каждому по запечатанному конверту с инструкцией не вскрывать до определенного момента. 4 конверта были вскрыты после трагедии, и в каждом оказалось послание, адресованное конкретному человеку, с просьбой продолжить его дело и не дать правде исчезнуть вместе с ним. 5-й конверт так и не нашли. Возможно, он тоже был украден во время зачистки. Возможно, адресат сам уничтожил его из страха. А возможно, где-то существует человек, до сих пор хранящий последнее послание Тимира Жумакадырова и ждущий своего момента, чтобы открыть его. Эти письма стали его завещанием, последней попыткой передать эстафету борьбы тем, кто останется после него. Но система оказалась сильнее. Люди испугались, разбежались, закопали правду так глубоко, что ее уже не откопать. И теперь только эти 5, согласившиеся говорить спустя годы молчания, хранят память о человеке, который пытался изменить мир и заплатил за эту попытку самую высокую цену. Представьте, вы — один из 7 человек, знавших все о Тимире Жумакадырове. Каждый его медицинский секрет, каждый план действий, каждое имя в той секретной записной книжке. Вы знали, когда он впервые почувствовал угрозу. Вы видели карты заговора на стенах той скрытой комнаты. Вы держали в руках конверты, которые он запечатал за 3 дня до гибели. Теперь представьте, вам нужно выбирать между лояльностью мертвому человеку и собственной безопасностью в стране, где правда убивает быстрее любой болезни. 21 октября 2016 года эти 7 сделали выбор, который изменил историю расследования. 3 человека исчезли из страны в течение недели, не оставив адресов. 2 замолчали навсегда, отказавшись говорить даже под присягой. 1 умер при загадочных обстоятельствах через полгода. Сердечный приступ в 38 лет у абсолютно здорового мужчины. И только 1 согласился говорить сегодня, спустя 6 лет, когда решил, что молчание разрушает его сильнее любой внешней угрозы. Что заставило этих людей предать память своего лидера? Или они предали не его, а себя, выбрав жизнь вместо правды? Этот последний свидетель работал личным аналитиком Тимира 4 года. Его задачей было собирать информацию о политических противниках, отслеживать финансовые потоки, выявлять связи между бизнесом и властью. За годы работы он создал базу данных, которая содержала компромат на половину правительства и четверть крупного бизнеса республики. Тимир называл его своей ходячей энциклопедией коррупции и шутил, что если эту информацию опубликовать, правительство падет за неделю. Но шутки кончились, когда за месяц до трагедии
Аналитик обнаружил нечто, что заставило даже его, видевшего многое, похолодеть от ужаса. В сети банковских транзакций, которую он отслеживал, всплыло имя, которого там не должно было быть. Имя человека из самого ближнего круга Тимира. Деньги шли со счета офшорной компании, связанной с теми, кого Тимир считал врагами, на счет человека, который сидел с ним за одним столом каждый день. Предательство было не просто вероятным. Оно было задокументированным, датированным, оплаченным. Когда аналитик показал Тимиру распечатки транзакций, политик долго молчал, глядя на бумаги так, будто хотел прожечь их взглядом и заставить исчезнуть. Потом спросил: «Ты уверен? Может быть, ошибка? Совпадение? Однофамилец?» Аналитик показал фотокопию паспорта, приложенную к банковским документам. Ошибки быть не могло. Темир сложил бумаги, спрятал в сейф и сказал только одно: «Никому ни слова, я сам разберусь». Но разбираться было поздно, потому что предатель уже передал ключевую информацию. Маршруты передвижения Темира, расписание поездок, имена водителей и охранников, схему охраны дома. Все то, что нужно, чтобы спланировать идеальное устранение, которое выглядит как несчастный случай. Имя предателя аналитик не называет даже сейчас, спустя годы. Он говорит, что этот человек до сих пор жив, до сих пор занимает высокий пост, до сих пор получает дивиденды от той сделки, которую заключил ценой жизни своего руководителя. Назвать имя означает подписать себе смертный приговор, потому что предатель защищен теми же силами, которые организовали операцию против Темира. Но он описывает портрет. Мужчина средних лет, образованный, из интеллигентной семьи, с репутацией честного политика, которого Темир ввел в свой круг по рекомендации общих друзей. Идеальное прикрытие для идеального предательства. Этот человек посещал секретную комнату, знал о существовании архивов, имел копии ключей от сейфа. Именно он организовал зачистку после трагедии, прикрываясь заботой о безопасности партийных документов. Именно он убедил остальных, что копать глубже опасно и бессмысленно, что лучше принять официальную версию и жить дальше. А через полгода купил виллу в пригороде столицы за $300 тысяч наличными. Деньги, происхождение которых он объяснил наследством от дальних родственников из России. Могут ли мы сегодня, зная все это, назвать имя человека, который продал своего лидера за счет в банке и должность в новом правительстве? Или правильнее хранить молчание, как хранят все остальные свидетели, понимая, что система защищает предателей лучше, чем праведников? Аналитик говорит, что каждую ночь видит во сне лицо Тимира в тот момент, когда тот понял масштаб предательства. В глазах политика была не злость, не жажда мести, только глубокая, бесконечная усталость человека, который слишком долго верил в людей и слишком поздно осознал, что в мире большой политики доверие — это роскошь, которая стоит жизни. За 20 лет у власти и рядом с властью Тимир Жумакадыров постарел не на 20, а на 40 лет. Это видно на фотографиях. Сравните снимок 30-летнего депутата, только начавшего политическую карьеру, и портрет 50-летнего политика за 3 месяца до гибели. Первый — молодой мужчина с ясными глазами, прямой спиной, энергией, читающейся в каждом жесте, улыбкой человека, который верит, что может изменить мир. Второй — согбенная фигура с сединой, покрывшей виски и затылок, глубокими морщинами, прорезавшими лоб и углы губ, взглядом, в котором смешались усталость и какая-то обречённость. Личный врач Тимира, который наблюдал его последние 5 лет, свидетельствует о медицинских симптомах, которые политик скрывал от публики с маниакальным упорством. Хроническая бессонница, начавшаяся 3 года назад и постепенно превратившаяся в настоящую пытку, ночи, когда он спал по 2-3 часа, просыпаясь в холодном поту от кошмаров, которые не мог вспомнить, но которые оставляли тяжелый осадок страха. Мигрени, приходившие волнами, особенно после стрессовых совещаний или конфликтных ситуаций, когда он запирался в кабинете, гасил свет и лежал в темноте, зажав голову руками. Проблемы с сердцем,
Тахикардия, боли за грудиной, давление, скакавшее от критически низкого до опасно высокого в течение одного дня. Врач настаивал на полном обследовании, предлагал госпитализацию, говорил о риске инфаркта. Но Тимир отказывался, ссылаясь на занятость, на предстоящие выборы, на невозможность показать слабость в момент, когда его политические противники ждут любого повода для атаки. За полгода до трагедии врач обнаружил нечто, что насторожило его профессиональную интуицию. Тимир начал терять вес. Не постепенно, как это бывает при диетах или физических нагрузках, а резко, теряя по килограмму в неделю без видимых причин. Аппетит пропал почти полностью. Еду он проталкивал в себя силой, понимая, что организму нужна энергия, но желудок отвергал пищу, и через час после обеда начиналась тошнота. Анализы показали признаки хронического стресса, повышенный уровень кортизола, нарушение работы надпочечников, классическую картину организма, живущего в режиме постоянной угрозы, в состоянии «бей или беги», которое не прекращается месяцами. Врач прямо сказал: «Тимир, твое тело разрушает себя изнутри. Если ты не возьмешь паузу, не отдохнешь, последствия будут необратимыми». Политик усмехнулся и ответил: «Доктор, в моей профессии паузы берут только мертвые». Пророческие слова, которые сбылись быстрее, чем кто-либо мог предположить. Последний прием у врача состоялся за неделю до рокового ДТП. Тимир пришел поздно вечером. Попросил, чтобы визит не регистрировали в журнале, заплатил наличными, чтобы не было следов в финансовых документах. Он выглядел хуже, чем когда-либо. Лицо землистого оттенка, руки дрожали, когда он закуривал сигарету, под глазами залегли темные круги, словно он не спал несколько суток подряд. Врач измерил давление — 180 на 110. Критический уровень для человека без истории гипертонии. «Тебе нужна госпитализация, немедленно», — сказал доктор. Тимир отказался, попросил только сильное успокоительное, что-то, что поможет продержаться еще неделю, до выборов. А потом обещал, возьмет отпуск, пройдет полное обследование, займется здоровьем. Врач выписал рецепт на транквилизаторы, зная, что пациент все равно не выполнит обещание, но надеясь хотя бы снять острые симптомы. При прощании Тимир пожал ему руку долго, крепко, с какой-то финальной благодарностью и сказал: «Спасибо, что терпел меня все эти годы». Это прозвучало как прощание. Физиология не врет. Тело Тимира Жумакадырова готовилось к смерти задолго до той октябрьской ночи на горной дороге. Стресс, недосыпание, постоянная тревога, невысказанный страх за свою жизнь и жизнь близких — всё это разрушало его изнутри быстрее любой болезни. Если бы не КамАЗ, его убило бы сердце в течение года. Просто остановилось бы в один из тех моментов, когда давление взлетало до небес, а организм больше не мог справляться с нагрузкой. Те, кто планировал его устранение, возможно, знали об этом. Возможно, ждали естественного исхода. Но время поджимало, выборы приближались. И было принято решение ускорить неизбежное. Убить человека, который и так умирал по частям каждый день, не справляясь с тяжестью правды, которую нес в одиночку. В архивах Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана хранится дело с грифом «Совершенно секретно», номер которого до сих пор не рассекречен. Официально это дело касается расследования ДТП с участием высокопоставленного политического деятеля. Неофициально. Это досье на операцию по устранению неугодного. Досье, которое содержит имена заказчиков, исполнителей, координаторов, суммы выплат и детали планирования. В этом деле 317 страниц, но когда журналист по запросу в рамках закона о доступе к информации получил разрешение ознакомиться с материалами, ему предоставили папку, в которой оставалось только 112 страниц. 205 страниц исчезли, вырезаны, изъяты, уничтожены с такой тщательностью, что даже номера страниц исправили, чтобы скрыть пропуски. Что там было? Какие имена, какие доказательства, какие признания настолько опасны, что их приходится стирать из официальной истории? Бывший следователь, работавший над делом в первые дни после трагедии, рассказывает о давлении, которое обрушилось на следственную группу с первых же часов. Звонки из администрации президента с рекомендациями не раздувать дело,
не искать заговоров там, где их нет. Визиты людей в штатском, которые представлялись сотрудниками службы безопасности и требовали доступа к материалам для проверки на предмет утечки секретных сведений. Странное исчезновение ключевых улик, той самой тормозной колодки КАМАЗа, фотографии с места происшествия, записи из камер наблюдения на ближайших постах ДПЦ. Все пропадало так синхронно, будто кто-то наверху координировал операцию по зачистке, используя все доступные ресурсы государства, чтобы превратить убийство в несчастный случай на бумаге. Следователь пытался сопротивляться, настаивал на дополнительных экспертизах, на допросах свидетелей, на проверке алиби водителя КАМАЗа за предшествующие недели. Через 2 недели его сняли с дела под предлогом несоответствия сложности расследования квалификации сотрудника и перевели в провинциальный отдел на должность, где он занимался кражами скота и мелкими разбоями. Архив самого Тимира, тот, что хранился в секретной комнате за стеллажами в партийной штаб-квартире, исчез целиком. Охранник, первым обнаруживший взлом, описывает картину профессиональной работы. Дверь открыта специальным инструментом без повреждения замка, сейф вскрыт так аккуратно, что металл даже не деформирован, а документы вынуты в определенном порядке, не все подряд, а только те, что представляли опасность. Компьютер исчез вместе с жестким диском, на котором, по словам близких к Тимиру людей, хранилась база данных на тысячи имен с документальными доказательствами коррупционных схем, откатов, подставных фирм, офшорных счетов. Этот архив собирался годами, каждая запись проверялась, каждый документ имел источник, каждое обвинение было подкреплено фактами. Если бы эта база стала достоянием общественности, половина властной элиты республики оказалась бы под следствием, а экономические схемы, приносившие миллионы избранным, рухнули бы в одночасье. Именно поэтому архив должен был исчезнуть в первую очередь. Не столько, чтобы скрыть следы убийства Тимира, сколько чтобы защитить тех, кто стоял за схемами, которые он разоблачал. Существует теория, которую нашептывают в узких кругах оставшихся соратников Тимира. Теория о том, что он предвидел зачистку и создал резервную копию архива. Где-то у кого-то хранится флешка или зашифрованный файл в облаке, доступ к которому получит определенный человек в определенный момент. Эта теория дает надежду, что правда однажды всплывет, что имена убийц станут известны, что справедливость восторжествует посмертно. Но годы идут, а резервная копия не появляется. И либо она не существует вовсе, либо человек, владеющий ею, испугался и уничтожил улику, спасая собственную жизнь. Либо этот человек ждет момента, когда политическая ситуация изменится настолько, что публикация архива не будет означать смертный приговор, а станет сигналом к переменам. Но пока этот момент не наступил, молчание остается единственной защитой для тех, кто знает слишком много. После его смерти один человек получил все: министерский портфель, который освободился через месяц после трагедии, когда предыдущего министра отправили в отставку под предлогом реорганизации. Контракт на строительство участка дороги стоимостью $50 миллионов, которые годами блокировали экологические требования, продвигаемые соратниками Тимира. Контроль над региональным отделением партии, которую Тимир создавал как противовес президентской власти. Все ключевые активы, за которые политик боролся и которые защищал от передела, перетекли в руки одного человека в течение 6 месяцев. Совпадение? Или результат операции, в которой устранение Тимира было лишь первым шагом, а передел власти и ресурсов — истинной целью? Имя этого человека известно каждому в Кыргызстане, кто следит за политикой. Он занимает одну из ключевых должностей в правительстве. Его фотографии украшают первые полосы газет. Его интервью транслируют на национальном телевидении. Он представляет себя как реформатор, борца с коррупцией, продолжателя дела честных политиков прошлого. Он даже упоминает имя Тимира Жумакадырова в своих речах. Называет его выдающимся деятелем, чью память мы должны чтить. Но те, кто знает истинную цену этих слов, видят в них не дань уважения, а насмешку убийцы над жертвой, циничное присвоение репутации человека, которого он помог устранить. Проследим экономический след от трассы, где разбился Lexus, до счетов в швейцарских банках. И мы увидим цепочку транзакций, ведущую к офшорным компаниям,
владельцы которых скрыты за слоями подставных директоров и фиктивных адресов. Но если копнуть глубже, используя утечки из панамских архивов и райских бумаг, имена всплывают. Родственники этого министра, его бывшие партнеры по бизнесу, люди, которым он доверяет настолько, что оформляет на них активы, чтобы самому оставаться чистым на бумаге. Суммарное состояние этой группы выросло с 15 миллионов до 180 миллионов долларов за 3 года после гибели Тимира. Источник обогащения — государственные контракты, приватизация активов, лицензии на разработку месторождений — все то, доступ к чему открылся после того, как главный противник этих схем перестал существовать. Cui bono? Кому выгодно? Древний латинский принцип, который используют следователи, чтобы найти заказчика преступления. Следуйте за деньгами, следуйте за властью, следуйте за тем, кто выиграл больше всех, и вы найдете того, кто стоял за операцией. В случае Тимира Жумакадырова ответ кричит так громко, что его невозможно не услышать. Но система правосудия остается глухой. Потому что правосудие в этой стране не слепая богиня с весами, а служанка тех, кто платит больше и угрожает сильнее. Министр защищен иммунитетом должности, связями в силовых структурах, деньгами, способными купить молчание свидетелей, и лояльность судей. Он недосягаем для закона, потому что сам стал частью системы, которая пишет законы под себя и использует их как оружие против тех, кто осмеливается бросить вызов. Ответит ли кто-нибудь за смерть Тимира Жумакадырова? Увидим ли мы когда-нибудь этого министра на скамье подсудимых? Услышим ли признание? Получит ли семья и соратники погибшего политика хотя бы моральную сатисфакцию правды, вытащенной на свет? Или он умрет в своей постели в глубокой старости, окружённый богатством и почётом? А история запишет его как выдающегося государственного деятеля, чьи заслуги перед Отечеством неоспоримы. Пока система остаётся нетронутой, пока те же люди контролируют те же рычаги власти, ответа не будет. Но история имеет странное свойство. Она переписывается, когда меняются те, кто её пишет. Однажды придёт поколение, которое не будет связано круговой порукой молчания, не будет бояться назвать имена, не будет терпеть ложь, прикрывающую преступление. И тогда правда о гибели Тимира Жумакадырова станет той трещиной, через которую рухнет вся конструкция коррупции и безнаказанности, на которой держится власть убийц. Спецслужба хранила досье с кодом «Тигр-12», настолько секретное, что существовало только 3 копии. Одна в сейфе председателя Комитета национальной безопасности, вторая в личном архиве президента, третья в специальном хранилище, доступ к которому имели 5 человек с допуском категории «Альфа». В этом досье медицинские карты с диагнозами, которые Тимир Жумакадыров скрывал от общественности, записи прослушки его телефонных разговоров за последний год жизни, фотографии с длиннофокусным объективом и сделанные на частных встречах, где обсуждались планы, которые никогда не должны были стать до сторонних. Но главное — в досье была информация о подготовке операции по его устранению, датированная за 4 месяца до Октябрьской трагедии. План существовал на бумаге задолго до того, как КАМАЗ выехал на встречную полосу. Почему это досье уничтожили в день гибели Тимира, не дожидаясь завершения формального расследования? Кто отдал приказ сжечь документы, которые могли пролить свет на истинных организаторов? И главное, сохранилась ли хотя бы одна копия, спрятанная тем, кто понимал, что однажды эти бумаги станут доказательством преступления, за которое никто не ответил? Бывший сотрудник архивного отдела ГКНБ, человек, имевший доступ к секретным хранилищам, рассказывает о том вечере 21 октября 2016 года, когда в здание вошли 3 в штатском с распоряжением, подписанным заместителем председателя. Распоряжение было предельно кратким. Изъять дело «Тигр-12», провести немедленное уничтожение согласно протоколу номер 7. Сожжение с видеофиксацией процесса. Архивариус пытался уточнить основания, ссылаясь на то, что дело активное, не закрытое, уничтожение требует согласования с несколькими инстанциями. Ему показали 2-й документ, где стояли подписи всех, кто мог возразить. Решение было принято на самом верху, синхронно, за считанные часы после того,
как на горной дороге произошло то, что позже назовут несчастным случаем. Совпадение сроков говорит само за себя. Те, кто планировал операцию, позаботились о зачистке следов еще до того, как тело Тимира остыло. Они знали, что делают. Они делали это не в первый раз. В протоколе уничтожения, который архивариус обязан был заполнить, значилось 312 листов. Но когда папку принесли из хранилища, в ней было только 278 листов. 44 страницы исчезли раньше, чем пришел приказ об уничтожении. Кто-то из узкого круга допущенных успел скопировать или изъять самые важные документы. Те, что содержали прямые доказательства заказа на убийство. Имена заказчиков, суммы, переведенные исполнителем, переписка, зафиксированная службой внешнего наблюдения. Эти 44 страницы существуют где-то до сих пор. Возможно, в руках человека, который ждет своего часа, чтобы предъявить их. Возможно, в сейфе того самого министра, который использует их как страховку от собственных заказчиков, как гарантию того, что его не устранят следующим, когда он станет неудобен. Страховка работает только пока жив тот, кто ее держит. Именно поэтому этот человек до сих пор жив, несмотря на то, что знает слишком много. Досье. «Тигр-12» сгорела в печи для уничтожения секретных документов 21 октября в 23 часа 40 минут. Видеозапись процесса существует в архиве, но доступ к ней закрыт грифом, снять который можно только по решению суда. А суд никогда не примет такого решения, потому что судьи понимают, запрос на эту запись равен признанию того, что гибель Тимира Жумакадырова была не ДТП, а спланированной ликвидацией. Пепел от сожженных документов развеяли в тот же вечер, не оставив физических следов. Но память остается, свидетели остаются, и каждый из них несет в себе часть картины, которую власть так старательно разобрала на части и спрятала. Однажды эти части сложатся вместе, и тогда имена убийц будут названы не шепотом в узких кругах, а во весь голос перед всей страной. Вопрос только в том, доживем ли мы до этого дня. Или правда останется похороненной вместе с теми, кто ее знает. Под зданием старого правительства, где Тимир Жумакадыров последние 3 года проводил большую часть рабочего времени, существовала система туннелей, о которой даже в архитектурных планах нет упоминаний. Построенные в 70-е годы как часть секретной инфраструктуры на случай войны или государственного переворота, эти коридоры связывали ключевые здания центра столицы в подземную сеть, по которой можно было перемещаться незаметно для наблюдателей на поверхности. Официально туннели замуровали еще при распаде Союза, когда необходимость в секретных маршрутах отпала вместе с Холодной войной. Но 3 людей, работавших в службе безопасности правительственного комплекса, знают правду. Туннели не только не замуровали, их модернизировали, провели новое освещение, установили камеры наблюдения, создали систему контроля доступа по биометрическим данным. Кто их использовал? Куда вели эти маршруты? И почему в последние 2 недели перед трагедией Тимир проверял эти пути каждую ночь, спускаясь под землю через служебный вход, о котором знали единицы? Один из охранников, дежуривший в те ночные смены, вспоминает странное поведение политика. Тимир приходил около полуночи, когда здание пустело, спускался в подвал, открывал дверь с электронным замком и исчезал в туннеле на час-полтора. Охранник слышал, как его шаги удаляются по бетонному коридору, эхо которых затихало в глубине подземелья. Иногда Тимир возвращался один, иногда его сопровождал кто-то еще. Человек в темной одежде, лица которого охранник ни разу не видел. Они разговаривали вполголоса, слов не разобрать. Но интонации выдавали напряжение, несогласие, попытки убедить друг друга в чем то важном. После одной из таких встреч Тимир вернулся с окровавленной губой, будто его ударили, или он сам ударился обо что-то в темноте. На вопрос охранника, не нужна ли помощь, он только покачал головой и поднялся наверх, сжимая платок, которым останавливал кровь. Что происходило в этих туннелях? С кем он встречался там, где нет свидетелей и камер, где любой разговор остается тайной между участниками? Архивы службы безопасности содержат журнал доступа к туннелям, электронную систему, которая фиксирует каждого, кто открывал двери и проходил через контрольные точки. За 3 месяца до трагедии
В журнале появляется имя Тимира Жумакадырова с частотой 2-3 раза в неделю, всегда поздно вечером или ночью, всегда в сопровождении одного и того же кода доступа, который принадлежал человеку из службы президентской безопасности. Этот человек должен был охранять президента, а не сопровождать оппозиционного политика в ночных прогулках по секретным туннелям. Логика подсказывает, что встречи были санкционированы сверху, что Тимира вызывали для переговоров, которые нельзя было проводить в официальной обстановке. О чем могли договариваться президентская администрация и оппозиционер в обстановке такой секретности? Либо о сделке, которая устроила бы обе стороны, либо о последнем предупреждении перед тем, как ситуация выйдет за грань переговоров. За неделю до гибели частота визитов увеличилась до ежедневной. Тимир спускался в туннеле каждую ночь, проводил там от 40 минут до 2 часов, возвращался с лицом, на котором читалась безнадежность. Охранник заметил, что после одного из таких визитов политик стоял у выхода минут 10, прислонившись спиной к стене, глядя в пустоту перед собой. Потом достал телефон, набрал номер, долго слушал гудки, но трубку никто не взял. Он попытался еще раз, и снова тишина. Третья попытка оборвалась на полуслове. «Мне нужно, чтобы ты знал...» И он положил трубку, не закончив фразу. Кому он звонил в час ночи? О чем хотел сказать, но не решился? Был ли это последний шанс попросить о помощи, которую он не использовал, из гордости или из понимания, что помощи ждать неоткуда? Последний раз Тимир спустился в туннеле за 18 часов до трагедии. Это был день 20 октября, поздний вечер, когда солнце уже село, а город погрузился в темное спокойствие осенней ночи. Он пришел не один, с ним был помощник, тот самый молодой юрист, которому он передал запечатанный конверт. Они спустились вместе, провели внизу около часа, поднялись молча. Юрист выглядел потрясенным, Тимир — примирившимся с чем-то неизбежным. Охранник слышал, как политик говорил на прощание. «Теперь ты знаешь все. Используй это с умом, но только когда время придёт». Юрист кивнул, обнял его крепко, по-мужски, и ушел первым. Тимир остался еще на несколько минут. Смотрел на закрытую дверь, ведущую в туннеле, будто прощался не с местом, а с частью своей жизни, которая заканчивалась именно здесь, в этом подвале, под этими сводами, где он пытался договориться с системой, которая не признает компромиссов. Кто был тот человек из президентской охраны, встречавшийся с Тимиром в темноте туннелей? Был ли он посредником, передававшим ультиматумы власти? Или он пытался предупредить политика об опасности, рискуя собственной карьерой и жизнью? Записи системы доступа показывают, что после 21 октября этот код больше никогда не использовался для входа в туннели. Человек либо умер, либо был отстранен, либо сам решил исчезнуть, понимая, что его роль в истории может стать смертельно опасной. Охранник, видевший его силуэт, описывает фигуру. Высокий, спортивного телосложения, походка военного. Этому описанию соответствуют десятки людей в силовых структурах Кыргызстана. И найти конкретного без имени невозможно. Но он существует, где-то живет. Возможно, под другим именем, возможно, в другой стране, и хранит в памяти последние слова, сказанные ему Тимиром Жумакадыровым в ту финальную ночь под землей. Туннели видели многое — встречи, сделки, предательства, последние попытки спасти то, что уже не спасти. Бетонные стены помнят эхо шагов человека, который шел навстречу собственной смерти, зная, что дорога наверх ведет к КамАЗу на горной трассе, а альтернативы больше нет. Тимир Жумакадыров мог исчезнуть через эти туннели, уехать в другую страну, начать жизнь заново под другим именем. Забудь о политике, коррупции, борьбе за правду, которая никому не нужна. Но он поднялся наверх, сел в машину и поехал по маршруту, который закончился трагедией на рассвете 21 октября. Потому что бегство означало бы признание поражения, предательство тех, кто верил в него, отказ от принципов, которые стоили дороже жизни. Он выбрал остаться и принять последствия, даже зная, какими эти последствия
будут. 20 октября 2016 года началось как обычное утро. Тимир Жумакадыров проснулся в 6 часов 30 минут, как всегда в последние годы. Внутренний будильник, выработанный десятилетиями дисциплины, не давал спать дольше, даже когда организм требовал отдыха. Он прошел на кухню, поставил турку с кофе на огонь, встал у окна, глядя на город, просыпающийся в октябрьском предрассветном сумраке. Жена позже вспоминала, что он стоял так минут 20, не двигаясь, погруженный в мысли, от которых она была отстранена невидимой стеной молчания, которую он строил последние месяцы. Кофе остыл нетронутым, он так и не выпил ни глотка, только налил в чашку и оставил на столе. Будто это был ритуал, а не потребность. В 7 часов 20 минут он поднял детей в школу, как обещал накануне. Старший сын, полусонный, спросил, зачем так рано. Уроки начинаются только в 9. Тимир ответил, что хочет проводить их, поговорить по дороге. И в его голосе была какая-то финальность, которую подросток почувствовал, но не смог объяснить. Они завтракали вместе. Редкость в их доме, где утренние часы обычно проходили в спешке, каждый по своим делам. Тимир резал хлеб медленно, аккуратно, намазывал масло, передавал младшей дочери так, будто это священнодействие. Он задавал вопросы о школе, планах на день, друзьях и слушал ответы с таким вниманием, будто записывал каждое слово в память, чтобы не забыть. Дети не понимали тогда, что это прощание, замаскированное под обычное утро, последний завтрак отца с детьми перед дорогой, с которой он не вернется. В 8 часов 15 минут Тимир проводил сына и дочь до школы, обнял обоих долго, крепко, так что старший сын даже пошутил. «Пап, мы не на войну идем, через несколько часов увидимся». Политик улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. Он стоял у ворот школы, пока дети не исчезли в здании, потом еще постоял минуты 3, глядя на закрытые двери, будто пытался продлить момент, пока они еще в безопасности, пока мир еще не разрушен тем, что случится через несколько часов. Водитель видел в зеркале заднего вида, как Тимир вытер глаза тыльной стороной ладони. Быстро, незаметно для посторонних, но слезы были. Мужчина плакал, и это был не плач слабости, а плач человека, прощающегося с той частью жизни, которая давала смысл всему остальному. В 9 часов он был в офисе, провел планерку с командой, обсудил стратегию предвыборной кампании, назначил встречи на следующую неделю, которой для него не будет. Сотрудники не заметили ничего необычного, кроме одной детали. Он пожал руку каждому в конце совещания, что делал редко, обычно просто кивал и уходил в кабинет. Один из помощников спросил, все ли в порядке, не случилось ли что-то хорошее, раз настроение такое торжественное. Тимир ответил: «Все именно так, как должно быть». И эта фраза, нейтральная на первый взгляд, теперь читается как признание того, что он знал о неизбежности финала, и принял ее как приговор, который нельзя обжаловать. С 10 до 12 часов у него были встречи с избирателями, последние публичные появления. Фотографии того дня показывают человека, который улыбается, жмет руки, отвечает на вопросы, но глаза смотрят сквозь людей, сквозь стены, куда-то в пространство, где уже нет места политике и обещаниям. Он говорил правильные слова, но механически, без той страсти, которая обычно зажигала его речи. Слушатели не заметили изменений, потому что видели образ, а не человека. Маску публичного политика, а не лицо за ней. Только один журналист, делавший репортаж с мероприятия, почувствовал что-то странное и спросил в интервью: «Вы выглядите усталым. Может быть, стоит взять паузу?» Тимир посмотрел на него долгим взглядом и ответил: «Скоро у меня будет вся вечность, чтобы отдохнуть». И засмеялся, превратив фразу в шутку. Но это не была шутка. В 13 часов 40 минут он вернулся в офис, закрылся в кабинете, попросил не беспокоить следующие 2 часа. Секретарь слышала, как он разговаривал по телефону. Голос то повышался, то падал до шепота, но слов разобрать было невозможно. Один звонок длился 40 минут. Самый долгий разговор, который она помнила за годы работы. Когда Тимир вышел, лицо его было бледным,
руки дрожали. Он попросил стакан воды, выпил залпом, сказал: «Если я не вернусь из поездки, ты знаешь, где искать документы». И секретарь кивнула, хотя не понимала, о каких документах речь. И почему он говорит «если не вернусь», будто едет в зону боевых действий, а не в соседнюю область на встречу с партийным активом. В 16 часов 10 минут Тимир попрощался с сотрудниками, сказал, что вернется послезавтра, пожелал всем хороших выходных. Он надел пальто, взял портфель, в котором, как потом выяснилось, лежали только личные вещи, записная книжка, фотография семьи, конверт с письмом, адресованным жене. Письмо найдут в обломках машины, измятое, но читаемое, и в нем будет написано: «Прости, что не смог выбрать иначе. Я любил тебя и детей больше жизни, но есть вещи, которые стоят еще дороже. Достоинство, честность, верность себе. Если бы я уступил, я перестал бы быть тем человеком, в которого ты когда-то влюбилась. Береги детей. Расскажи им правду, когда они будут готовы ее услышать». Это письмо жена прочитает через 3 дня после похорон и спрячет так, чтобы никто больше его не увидел, потому что в нем не только слова любви, но и признание того, что он знал о готовящемся покушении и все равно поехал в ту последнюю поездку. В 18 часов 15 минут машина выехала из Бишкека на трассу Бишкек-Ош, горную дорогу, где через 10 часов произойдет то, что официально назовут несчастным случаем. Водитель, тот самый подставной человек, который появился в команде в последний момент, вел машину уверенно, спокойно, не превышая скорость. Тимир сидел на заднем сиденье, смотрел в окно на уходящий город, на горы, поднимающиеся справа и слева, на небо, окрашенное закатом в тревожные красные тона. Он не знал, что за ними, в 30 километрах впереди, уже ждет КАМАЗ, водитель которого получил координаты и время встречи. Он не знал, что последние часы его жизни отсчитываются с точностью швейцарских часов, что каждый километр приближает к точке столкновения, рассчитанной так, чтобы никто не выжил. Около 21 часа Тимир позвонил жене. Сказал, что все в порядке, что доедет к полуночи, что любит ее. Голос был спокойным, даже теплым, без тревоги, которая грызла его изнутри последние недели. Жена спросила, не хочет ли он, чтобы она приехала встретить его. Он ответил: «Не нужно, ложись спать, увидимся утром». И это была последняя ложь, сказанная из желания оградить ее от того, что он уже знал или предчувствовал. Потом он позвонил старшему сыну. Сказал, что гордится им, что верит в его будущее, что он вырастет сильным и честным человеком. Сын, удивленный неожиданным звонком и такими серьезными словами, спросил: «Пап, ты точно в порядке?» Тимир засмеялся и ответил: «Да, просто соскучился по вам». Это был последний разговор отца и сына. Последние слова, которые подросток будет вспоминать всю жизнь, пытаясь понять, был ли это сигнал, который он не расшифровал. Прощание, замаскированное под обычный звонок из командировки. В 23 часа 30 минут машина поднималась в горы. Дорога сужалась, повороты становились круче, а видимость падала из-за тумана, опустившегося на трассу. Водитель снизил скорость, включил дальний свет. Все выглядело как нормальная предосторожность на опасной дороге. Тимир дремал на заднем сиденье, изредка просыпаясь от резких поворотов, но не подавал признаков тревоги. Он доверял водителю, как доверял всем в своей команде, не зная, что предательство сидит за рулем. В 2 часа 12 минут на участке дороги между селами Карабалта и Сусамыр навстречу показались фары грузовика. Водитель «Лексуса» продолжал двигаться по своей полосе. КАМАЗ тоже держался правой стороны. Все выглядело как обычная встреча двух машин на ночной дороге. Но за 50 метров до точки встречи КАМАЗ резко вывернул руль влево, выехал на встречную полосу и пошел прямо на внедорожник. Водитель «Лексуса» дернул руль вправо, пытаясь уйти с траектории, но грузовик скорректировал курс, целясь в переднюю часть джипа. Тимир проснулся от резкого маневра, крикнул что-то, но слова потонули в грохоте удара. Металл смялся, стекло разлетелось в 1000 осколков. Кузов внедорожника сложился пополам от силы столкновения.
Тормозной путь показал, что водитель КамАЗа не пытался остановиться. Удар был нанесен на полной скорости, рассчитанный так, чтобы не оставить шансов на выживание. Через 7 минут его земной путь завершился на этой горной дороге, под обломками машины, в которой он провел последние часы своей жизни, не зная, что каждый километр приближал к финалу, спланированному теми, кто не мог позволить ему дожить до выборов. После той октябрьской ночи жизнь семьи разделилась на две несовместимые реальности. Жена Тимира Жумакадырова потеряла не только мужа, но и веру в справедливость, в закон, в возможность жить в стране, где правда имеет значение. Первые месяцы она пыталась бороться, писала запросы во все инстанции, требовала независимой экспертизы, нанимала адвокатов, искала свидетелей. Каждый раз натыкалась на стену молчания. Следователи ссылались на закрытость дела, судьи отказывали в исках из-за процессуальных формальностей. Свидетели исчезали или меняли показания. Через год она поняла, что борьба бесполезна, что система, убившая ее мужа, защищена так надежно, что одна женщина не сможет ее пробить. Она перестала искать правду и начала просто выживать. Растить детей, хранить память о человеке, которого любила и который заплатил жизнью за свои убеждения. Дети выросли без отца, и эта пустота сформировала их характеры сильнее любого воспитания. Старший сын ушел в себя, стал замкнутым, перестал доверять взрослым, видя, как те врут о причинах смерти его отца. Он знал, что это не несчастный случай. Чувствовал ложь в каждом официальном заявлении, но не мог ничего доказать. Младшая дочь, напротив, превратилась в активистку, посвятила жизнь борьбе за права человека, за прозрачность власти, за расследование нераскрытых политических убийств. Она стала тем, кем был ее отец. Продолжая его дело через годы молчания и страха, каждое интервью, каждое публичное выступление она заканчивает одной фразой. Пока не найдены убийцы Тимира Жумакадырова, ни один политик в этой стране не может чувствовать себя в безопасности. Эта фраза — ее месть системе, которая отняла отца. Ее способ сохранить память и не дать похоронить правду окончательно. Предатель — тот самый человек из ближнего круга, который продал Тимира за деньги и должность, до сих пор жив и процветает. Он занимает министерский пост, его фотографии украшают государственные издания, его речи цитируют как образец политической мудрости. Водитель КамАЗа исчез навсегда. Возможно, мертв. Возможно, скрывается где-то за границей под чужим именем. Организаторы операции продолжают управлять страной, распределять бюджеты, принимать законы. Система победила, как побеждает всегда, когда правда остается без защиты, а честность — без поддержки. Но победа — это временная, потому что история не заканчивается со смертью одного человека. Она продолжается в его детях, в тех, кто помнит, в тех, кто не согласен молчать. И однажды эта история получит свое настоящее окончание. Не то, которое написали убийцы в официальных протоколах, а то, которое напишет правда, пробившаяся сквозь годы лжи и страха.